Это механический молот. Всю самую тяжелую работу выполняет именно этот агрегат. То есть, когда мы говорим о кузнецах, уже не стоит представлять себе исполинских размеров мускулы и кувалды. Больших физических сил эта работа уже не требует. Выковать нож сегодня может даже девушка. Нет, это раньше было в старину, вот вручную ковали. Этой техники всего не было, так вручную кувалдами, маленькими, большими молотками вот так вот ковали, вот придавали форму клинка. Вот и есть вот в России вот девушки, например, которые занимаются кузнечным ремеслом, тем же самым Дамаск, мозаику вот куют. Есть очень профессиональные такие девушки, что вообще любому мужчине могут фору дать. Кузницы Абрскил начинали с художественной ковки, потом попробовали делать ножи. Спрос на них стал все больше расти, и кузнецы сосредоточились на изготовлении абхазских ножей. Как говорит мастер, он без труда узнает из всего разнообразия форм традиционно абхазский нож. Вот придаем такую форму клинка под абхазского, спокон веков, как раньше делали, абхазские ножи вручную ковали. Вот придаем такую форму. 100% могу сказать, вот посмотреть на нож, какой абхазский нож, а какой не является абхазским ножом. По форме. По форме рукоять, посадочная гарда, то же самое, вот клинка, вот, как вам объяснить сейчас, форма самого клинка. Вот спокойно можно вот отличить вот абхазский, не абхазский нож. Чаще всего в этой кузнице изготавливают ножи из дамасской стали. Она отличается многослойностью, которой добиваются многократным плавлением. На заготовку самого Дамаска уходит где-то сутки, это как минимум уходит на несколько клинков. Вот сколько раз его складываешь, вытягиваешь, режешь, складываешь, и столько слоев и получается. Там бывает 300, 400, 800, 1200, по-разному это слой зависит. Механический молот отбивает железо, а вот форму кузнец придает изделию вручную. Когда металл приобретает заданные размеры и изгибы, его закаляют в масле. Закалка делается для того, чтобы придать жесткость и режущее свойство, чтобы у него была как бы крепкая очень. Вот, она уже закаленная. Именно абхазские ножи сегодня все больше хотят приобрести местные жители для себя или в подарок. Но самые дорогие и красивые в коллекции кузниц – это подарки от российских и белорусских мастеров с рукоятками из зубов мамонта, которые добывают в Якутии. Традиционные абхазские рукоятки делают из рогов буйвола, тура, козы или дерева. Самые ценные изготавливают из корня грецкого ореха. В основном рукояти делали из, вот я вам сейчас покажу, вот классический абхазский нож. Классический абхазский нож – это дамасская сталь. Ну, тут тоже в очень многих попадается серебро и буйволиный рог, тур, козий рог. Именно такие классические варианты – это корень грецкого ореха, там, ну, такие твердые породы дерева. По словам мастера, его любимый этап – это изготовление рукояток и шитье ножен. А еще он придумывает новые орнаменты на основе древних абхазских символов. Вот на этом традиционном ремне кузнец поместил узор собственного дизайна. И есть такой у нас в Абхазии, слава богу, такой кожевник Эдем Когоня. Вот я к нему хожу вот именно по выделке сыромятной кожи. И на сегодняшний день вот эти орнаменты я придумал сам. Почему? Потому что у нас, ну, как бы старых деталей практически не осталось. Ну, вот это знак Солярий, солнце. Это виноградная лоза. Все молебни у нас происходят, ну, благодаря такому божественному напитку, как вино. Ну, как бы с этим ассоциируется. То, что я сам придумал, вот это вот моя работа, и выделка, и все. По словам мастеров, абхазские ножи универсальны. Их можно применять на охоте, в быту и как оружие. Но сегодня они все чаще становятся дорогими сувенирами и даже семейными реликвиями. У меня даже иногда такие заказы попадают, вот особенно взрослое поколение людей. Вот он говорит, для моего внука, чтобы осталось. И вы представьте уже, с какой душой надо к этому предмету относиться, что с одного поколения перешло на другое поколение. Это тот продукт, который ты не сделаешь быстро. По эскизам Батала-Джапо здесь выковывают снаряжение древних абхазских воинов. Кузница Абрскил входит в Союз оружейников Абхазии. Вместе со своими коллегами они восстанавливают историю страны, материально воплощая древние традиции. Марьяна Котова, Абаза ТВ.